Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о серии отравлений угарным газом. Родители взломали дверь бани и обнаружили их не подающими признаков жизни. Двух братьев-подростков спасти не удалось. Переехал из дома наркоторговцев в отдел полиции. Вот это готовы продукты? Нет. А что здесь? Это еще на второй стадии. Стражи порядка теперь соседствуют с тигром. И хроника дорожных происшествий. Налево уступи, направо уступи. Даже девушка поймет. Это и не только прямо сейчас. Загоревшуюся крышу частного дома тушили снегом очевидцы. Огонь вспыхнул накануне на улице Окольная. Двое молодых людей, услышав крики о помощи, побежали к горящему дому. Потушили возгорание еще до прибытия огнеборцев. Одному из спасителей понадобилась помощь медиков. Почему, расскажет Илья Хайрудинова. Я сидел, просто музыку слушал. И слышу, кричали: помогите. Я вышел, смотрю, тут все горит, дым идет сильно. Насладиться музыкой не дали крики о помощи. Мужчина рассказал, когда все произошло, был на работе, сидел в бытовке охранников ночной стоянки. Услышав зов о помощи, выбежал на улицу и увидел полыхающую крышу соседнего дома на улице Окольная. Говорит, времени на раздумье не было. Хозяйка жилища была в панике. Мужчина тут же побежал к ней. Наверх забежал. Снизу мужчина еще подбежал. Я говорю: лопату кинь мне. Он кинул лопату и начал тушить все это. Закидывать, потом сломали, затушили. Снегом начали тушить? Снегом, да, закидали все это. Справиться с открытым пламенем удалось самостоятельно, но вот благополучно слезть с крыши получилось не у всех. Мужчина, который со мной помогал, спрыгнул. Но он спрыгнул, все, тоже ногу сломал кто-то. Ногу сломал? Ногу сломал, он скоро сейчас. Пока одного из спасателей осматривали медики, на место происшествия прибыли 3 пожарных расчета. Однако очевидцы признаются, если бы не молодые люди, потушившие огонь к приезду пожарных, от верхней части дома мог остаться только пепел. Так-то, если бы не затушили, все, крыши бы не было. Огнеборцы осмотрели место происшествия и устранили вероятность повторного возгорания. Газовые службы также проверили помещение. Сейчас пожарным дознавателям предстоит выяснить предварительную причину пожара. Илья Хайрудинова, Нафиса Минязова, Азат Семигулин. Вызов 112. 6 человек отравились угарным газом за сутки в Татарстане. Трагический случай произошел прошлым вечером в Альметьевске. Там погибли 2 брата. Одному 13 лет, другому 17. Еще 4 человека отравились в Казани. Однако в этом случае людей удалось спасти. В чем причина произошедшего, разбирался Айрат Назипов. Трагедия произошла поздним вечером в частном доме на улице Советской в Альметьевске. По предварительной версии, первыми в баню ушли мыться родители подростков. Они вернулись в дом и уснули. После них в баню ушли их сыновья. Оттуда подростки больше не вышли. Спустя некоторое время, обеспокоенные их отсутствием родители, взломали дверь бани и обнаружили их не подающими признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти юношу не удалось. В настоящий момент тела направлены на экспертизу, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В это же время аналогичный случай произошел и в Казани. В 11 часу ночи в одну из квартир на улице Дементьева после сообщения об отравлении угарным газом приехали несколько карет скорой помощи. Успели вовремя. Помощь медиков потребовалась 4 людям. 46-летнюю и 27-летнюю женщину, а также 27-летнего мужчину госпитализировали в 7-ю городскую больницу с диагнозом отравления угарным газом средней степени тяжести. С таким же диагнозом ДРКБ был доставлен и грудной малыш. Взрослых уже выписали, а вот ребенок все еще в больнице. Сегодня утром в квартире уже прошли проверки. Причиной отравления послужила установка принудительной вытяжки в вентиляционном канале в санузле квартиры. Что является грубым нарушением техники безопасности. В части несоблюдения техники безопасности материалы направлены в Казанскую жилищную инспекцию в отношении собственника для принятия соответствующих мер. Кроме того, будет проведена еще одна проверка. Прокуратурой района проводится проверка в отношении подрядных организаций в части достаточности принятых мер по обслуживанию данной квартиры. И в случае нарушения в отношении подрядных организаций будут приняты меры прокурорского реагирования. МЧС напоминает, чтобы не допустить заполнения помещения угарным газом, необходимо, кроме исправной вытяжки, обеспечить приток свежего воздуха к отопительным приборам и газовым колонкам. Недостаток кислорода приводит к неполному сгоранию топлива и образованию смертельного газа. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.
Toyota Corolla и BMW X3 не смогли поделить перекресток улиц Несмелого и Кировской дамбы. Оба водителя были уверены в своей правоте, и каждый доказывал свое. Их мнение в репортаже Айгуль Батрудиновой. Налево уступи, направо уступи. Все, я шел по главной прямо, мне въехали. И тут видно прекрасно, как машина стоит, как эта машина стоит. У меня направление прямо шло. Ну как человек с левой стороны будет поворачивать налево? Тут понятно. Даже девушка поймет. Водитель внедорожника своеобразно отшучивался, говорит, что все очевидно, и он сам в произошедшей аварии не виноват. По его мнению, виновник очевиден. Это водитель автомобиля Toyota Corolla. Последний, к слову, с этой точкой зрения был категорически не согласен. Выехал оттуда, на разрешающий сигнал светофора, начал заканчивать маневр. Здесь уже пока ехали, зажегся рассвет, начал заканчивать маневр. Я же не могу сейчас остаться. И тут спереди, поход на красный свет, выехала машина. Мы здесь поворачивались, вот две машины. Он ту как-то обошел и вот боком въехал в мою машину. Столкнулись автомобили на перекрестке улицы Несмелого и Кировской дамбы. Основной удар пришелся на переднюю часть легковушки и на правый бок внедорожника. По третьей полосе ты пошел на обгон. Там есть знак? Там не обгон. Я от одного ушел, от одного от столкновения ушел. То есть какая ситуация? Здесь была еще одна машина, а он уже из-под этой машины вылез. И получился, он не оттормозился, и я не смог уже от него никак уйти. То есть я пытался избежать ДТП. Это неизбежно. Видно же, как машина стоит. Оба водителя продолжали настаивать на своем. Есть правила, есть книги. Их надо соблюдать. А как разбираться собираетесь? Сейчас через суд, что ли? Или как? Через суд, только через суд. Зачем? Не через суд. Тут схема все нарисовано, тут и так все понятно. Все понятно. Вы собираетесь в суд обращаться? Да, потому что сейчас, во-первых, сниму с видеорегистраторов. Но понимая, что припираться на дороге бессмысленно, автомобилисты отправились в Центр оформления ДТП. Виновного в аварии будут определять уже сотрудники автоинспекции. Айгуль Батрудинова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. В Набережных Челнах полицейские раскрыли подпольную нарколабораторию. Она была оборудована в подсобном помещении офиса благотворительного фонда. Во время обысков полицейские обнаружили свыше 5 килограммов наркотиков, а также тигренка, жившего у подозреваемого. Обо всем по порядку в репортаже Матвея Опросина. Все, газель сразу. Ноги подселяй. Наручники, оперативники и приказы лечь на пол. Это последнее, что увидели и услышали на свободе задержанные молодые люди. Группу из 3 человек, во главе которой находится 32-летний ранее судимый челнинец, оперативники подозревают в распространении мефедрона через интернет-магазин. Лабораторию по синтезированию наркотического средства они, по мнению полицейских, оборудовали в подсобном помещении офиса благотворительного фонда. К работе в фонде привлекались несовершеннолетние волонтеры, которых организатор заставлял заниматься сбором денег в общественных местах, в таких городах, как Набережные Челны, Нижнекамский, Лабуга и Мамадыш. Собранные средства частично шли на благотворительные цели, но большую их часть мужчина присваивал и использовал в личных целях, в том числе для приобретения компонентов для изготовления наркотиков. Оперативники обыскали квартиры задержанных, а также офис фонда. Там они нашли лабораторное оборудование, прекурсоры, используемые для изготовления наркотиков, а также договоры, учредительные документы и другие материалы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении подозреваемых возбудили дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств». Для чего? Для создания, для варки наркотиков. Какого? Мефедрон. Мефедрон. Ага. А вы знаете, что это запрещено законом? Да. Ага. Уголовным. Особый интерес у людей в форме вызвал автомобиль, припаркованный во дворе частного дома. В нем сушилось изготовленное наркотическое средство общим весом свыше 5 килограммов. Вот это готовый продукт? Нет. А что здесь? Это еще на второй стадии пока. Кроме наркотиков, стражи порядка обнаружили еще одну необычную находку. В доме предполагаемого организатора группы жил 2-месячный тигренок. Матвей Опросин, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.